Добрый день! Сегодня «Культурный перекресток». Совсем недавно мы говорили с вами о медиа, о музыке. А сегодня хотелось бы проговорить о кинематографе. Конечно, нам не удалось пока посмотреть фильм Наура Гармелия «Последняя цена», который удостоен таких высоких званий и наград, но мы с Баталом Самсоновичем готовимся в ноябре посмотреть абхазскую премьеру этого фильма, а сегодня решили пригласить его автора. И мне кажется, сегодня будет очень интересная беседа. Во-первых, мы сможем говорить о будущем кинематографии Абхазии, а с другой стороны, насколько я его помню, такой очень брутальный режиссер, немногословный, что-то делает, но сам по себе. Было бы интересно как-то поговорить с ним в деталях о том, как он снимает и что он планирует в будущем. Добрый день! Мы продолжаем «Культурный перекресток». Сегодня у нас гость Наур Гармелия. У Наура сейчас очень такой, я бы сказала, благоприятный, на мой взгляд, период в творчестве. Мы можем его поздравить с победой такой громкой фильма, который получил сразу несколько номинаций «Последняя цена». Фильм мы пока не видели, но даже трейлер дает представление о том, что это кино рассчитано на такой вот все-таки общечеловеческий масштаб, на общечеловеческий взгляд на какие-то истории. В народе пошли волнения. Говорят, что цена на орех поднимется до 600 рублей. Мы едем, наконец, отсюда. Наур, когда я вам звонила и договаривалась о встрече, вы сказали, что вы здесь и у вас пока нет обратного билета. Вот хотела, чтобы вы рассказали, почему у вас нет обратного билета, почему вы пока здесь и какие творческие планы, не знаю, настроения на данном этапе? Ну, обратного нет, потому что это зима, а зима у кинематографистов, она такая, как медведи в спячку, многие уходят в спячку, поэтому я наконец-то дождался этого момента, чтобы приехать домой и хотя бы на пару месяцев уйти в эту самую спячку. Ну, опять я сейчас поеду, поэтому недолго музыка играла, как в известной песне, по-моему. Вот, сейчас будет фестиваль в Москве, Евразия называется, и мы там участвуем тоже в конкурсе. То есть это тишина, которая необходима для процесса, да? Конечно, мне кажется, это лучшее время, потому что в этот период можно писать, а в процессе съемок это невозможно, поэтому когда съемок нет, особенно зимой, я вот сажусь дома в деревне у камина, это лучший вариант для того, чтобы писать, и на самом деле это любимое время. И любимый процесс вообще написания сценария. И я больше сценарист, чем режиссер, на мой взгляд. «Последняя цена» ваш сценарий? Да, я всегда сам пишу. Сам пишете. Наур, а у тебя в CV указано, что ты был студентом Санкт-Петербургского института кинематографии, и твой руководитель был Снежкин. Известный достаточно режиссер, и вот я его запомнил только как режиссера, снимающего такие блокбастеры, кто не знает, «Убойная сила», вот этого. Хотя я помню его замечательный фильм «Невозвращенец» по
повести Кабакова, то есть, который тоже был очень своеобразный писатель. И вот это я его по нему и запомнил. Блокбастер я не смотрю. Скажи мне, пожалуйста, как-то повлияло, и ты там не один учился, у вас еще был один сухумчанин, повлияла на тебя учеба с ним? Обычно, когда люди учатся в мастерской, у кого-то в их творчестве как-то отражается вот тематика, которую там их руководитель там в свое время там снимал что-то. Я немножко тогда отвечу пообъемнее на этот вопрос, потому что это был большой период, сложный на тот момент казалось в жизни. Да, со мной учился еще Инар Нормани, тоже из Сухума. Мы когда поступали, мы же не знали, к кому поступаем, как 99% всех поступающих. И мы, в принципе, о профессии ничего не знали и плохо себе представляли, что это такое. И первый там год это было просто осмысление того, где ты оказался, и зачем, и нужно ли тебе это, в принципе. И так как Снежкин Сергей Олегович, он первый раз набирал мастерскую, и для него это тоже был новый опыт, и он изначально сказал, что я не педагог, и поэтому я вас буду учить просто из своего опыта, и не по каким-то методичкам, да, и так как он учился у Дзигана, был такой режиссер в ВГИКе, и вот вся вот эта ВГИКовская школа мощная, к сожалению, возможно, сейчас во многом утраченная, насколько я понимаю. Это была база для нашего обучения. И наша мастерская, она была такой белой вороной среди всех остальных мастерских, потому что у нас не было каникул, не было выходных, то есть мы 5 лет учились без перерывов. И мы проводили там в мастерской с 8 до 11, с 8 утра до 11 вечера. И та база, которую нам заложили, там были, Сергей Олегович вообще человек своеобразный, может даже сложный в каких-то вопросах, но мне кажется, нам дали базу, которая... Нам после мастерской не было страшно ничего вообще, в принципе, и мне кажется, страшнее уже не будет, и поэтому мы, когда вышли, не были потерянными какими-то студентами, которые только вышли и не знают, что делать, как жить и как существовать в профессии. И вот был фильм же, да, дипломная работа, когда ты заканчивал, и этот фильм тоже получил какую-то премию, если я не ошибаюсь. Это фильм «Мост», по-моему. Да, да. Ну, я его снимал на 2-м курсе, у меня был курсовой, но так как у нас было очень много заданий, и большинство мы просто не успевали выполнить, я это снял на 2-м курсе, и потом это стало просто дипломной работой, так как это была самая большая работа за 5 лет. Наура, вот второй потом ваш фильм, мы тоже с Баталом Самсоновичем были на его премьере, это фильм «Братья». Я запомнила несколько фильмов, скажу честно. Ваш и Уджану Церцуме он снимал тоже по новелле Лакарба. И прочтение было достаточно оригинальное, потому что в новелле мы получаем отца, который сразу принял
убийцу сына и прячет его. Но режиссер здесь приоткрывает, что он все-таки у него это были очень долгие сомнения, размышления, как поступить и к чему. И в вашем фильме тоже отношения между братьями, они весьма неоднозначны, они складывались не там. Это вот то, что вы говорили, потому что это очень давняя пропасть, которая была между ними, она развернулась вот в этом сюжете. Сложно было с Лакербо работать? Это же тоже не очень-то кинематографичный материал, я как понимаю. Ну, это работа неудачная, я считаю. И на тот момент я думал, что я справился с задачами, которые ставил перед собой. Но спустя какое-то время я понял, что это неудачно. Не могу сказать, что мне за это стыдно, но я считаю, что это была именно та работа, именно те ошибки. Почему неудачно? Почему? Первое, я для себя это понял потом, что когда ты берешь чужое произведение и пытаешься сохранить автора, а себя отстранить от этого дела, получается, ну, во всяком случае, исходя из моего опыта, получается не по-настоящему, не честно. И это, наверное, первая, да, ошибка, которую я допустил, потому что я не посмел переписать все напрочь, оставить только какие-то мотивы, а так и нужно было сделать, потому что Миха Лакербо и новелла как таковая, она не кинематографична, и там должна быть другая драматургия, другие принципы. То есть есть фильмы, которые сняты как бы с классики, да, и, конечно же, мы делаем всегда двойной анализ, насколько это соответствует классическому произведению, которое как бы влияло на каждого или как-то по-разному. И, ну, к примеру, «Война и мир», да, вот, то есть мы все время сравнивали, брали книгу и оригинал. То есть означает ли это, что ты не хотел бы снимать кино по чужим сценариям, по каким-то классическим произведениям, ты хочешь сам создавать сюжеты, которые вот хочешь снимать? В какой-то степени да, потому что это мне будет в любом случае ближе, но сейчас я написал... Или легче? И легче тоже, конечно. Конечно. Вот мне интересно, легче или ближе, легче, да. То есть материал должен быть свой. И вот возвращаясь, да, к Михе Лакербо, сейчас мне предложили написать сценарий тоже по произведению. «Брат мой Бзол» называется. Я не знаю, могу я сейчас про это говорить или нет. Но... Говорите, говорите. Вот. И я, исходя из этого опыта с Лакербо, я понимал, что я практически ничего не могу сохранить из того, что написано в прозе. И я переписал, ну, там осталось от произведения пару имен и там, 1-2 сцены, то есть там 95% это все заново придумано. Вы же ссылаетесь на литературный источник. Да, это ссылка, но это скорее это даже не по мотивам, а такое вот привет немножко автору. У меня такой вопрос. Вот в одном из интервью вы сказали, что ваш любимый режиссер, может, у вас это поменялось, Куросава. Но у Куросавы вообще с Советским Союзом отдельная история, и у него уже была удивительная творческая судьба. Да. Он человек, который огромный вклад в кинематограф внес, по большому счету достаточно равнодушно был принят своей японской культурой, и до конца они его так и не приняли, и вообще считали, что он... То есть выдал такой экспортный вариант японской культуры, который очень далек от аутентичной. Вы готовы к такому, вот, как вам сказать, к такой судьбе, скажу, что это же тоже непросто. В своих воспоминаниях он пишет о том, что все-таки ему бы очень хотелось, чтобы японцы оценили во всю его масштабе. И он все равно остался за пределами больше понятый, чем внутри. Для меня Куросава это и есть Япония, я другой Японии не знаю, и в принципе мне она, наверное, не так интересна. Поэтому я думаю, что он создал свою Японию, да, и свой мир, и понятно, что там
люди на себя принимают, да, перенимают то, что они видят, и неудивительно, что там это воспринималось не так, как в остальном мире. Боюсь ли я или этого? Да нет. Нет, не то, что вы боитесь. Дело в том, что он был принят большим миром, а его родина, ну, место его, так скажем, место его рождения, место его формирования, они достаточно прохладно относились к его такой всемирной славе, к его, может быть, недостаточно такой убедительной, да, трансляции этой культуры. Я с вами согласна, что он вам показал ту Японию, которую вы приняли. Если посмотреть, допустим, итальянский кинематограф нам показал ту Италию, которой говорят, что не было. Они создали такую Италию, которую мы представляем, да, неореализм. Поэтому, конечно, в этом есть доля правды. Но мы говорим сегодня Сарантино, мы понимаем Италия. Говорим Альмодовар, понимаем Испания. Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот произносили имя ваше и ваших коллег, и это была бы Абхазия. Если мы знаем, какая Абхазия, допустим, в живописи, там, я не знаю, в музыке, какая она в кинематографе сегодня. Потому что то, что иногда можно увидеть, когда нашу страну используют как натуру для съемок, это получается такое очень милое курортное место, где разворачиваются какие-то забавные события и так далее. Но на самом деле не так много работ, где разворачивается вот эта мощь культуры, истории, все, что связано с нашей страной. Не, я думаю, что то, что здесь снимают, это уже хорошо, это плюс. Хочется, конечно, чтобы было больше именно абхазских картин и режиссеров, которые их ставят. Но мне кажется, даже площадка для съемок, как натура, Абхазия, если даже в этом плане мы выйдем на более высокую стадию, уровень, то это уже будет хорошо и будет способствовать тому, что здесь кино будет зарождаться, возрождаться. Мне кажется, это один из путей, по которым мы можем пойти. Поэтому я ничего плохого в этом не вижу. Это наоборот даже хорошо. А я бы хотел бы... Вопрос, что снимают, это уже да. Я хотел бы продолжить вопрос Эльвиры, там, с Куросавой. Я вот, допустим, представим завтра, ну, не это кино, которое вот сейчас есть, ты создашь какой-то шедевр из, как бы, мотивов абхазской жизни, и вдруг весь мир поймет, вот он, абхазский художник, вот это Абхазия. Ты приезжаешь домой, а здесь совершенно его не воспринимают. Ты готов к такой обратной связи? Как ты думаешь, вот, насколько это бы тебя удивило или опечалило, или что? Или тебе все равно? Ну, мне кажется, что кино нужно снимать для всех, и если я снимал бы там, в первую очередь для абхазского зрителя, да, кино, ориентированное именно на абхазского зрителя, это было бы другое кино. А мне кажется, важнее задача рассказывать про нас общедоступным языком миру, да, если так пафосно говорить. Поэтому нет, я бы это воспринял спокойно. Вот, кстати, Наур, хочу продолжить про общедоступный язык и тему. Вот ваш фильм «Последняя цена», там есть фраза «Мы продадим и, наконец, уедем отсюда». Почему, по-вашему, такая локальная история семьи в Абхазии, в тяжелые, я как понимаю, послевоенные годы, да, она получила такой широкий резонанс и понимание зрителя за пределами? Вы же все-таки снимали про Абхазию. Есть ли в этом попытка вывести это, опять-таки, на какой-то общечеловеческий язык? Ну, это, конечно, в первую очередь... Я пытался рассказать максимально доступно, да, чтобы это и японцу было понятно. И то, что в России восприняли это достаточно хорошо, мне кажется, это только потому, что рассказано доступно. И правдоподобно и честно. И даже искренне, может быть. Мне кажется, это главный залог успеха, когда автор честен.
И я стараюсь быть таким. Ну, вот не удалось ему ехать, да? Нет, они не из Абхазии пытались уехать, они просто в другое место хотели переехать. Там многие считывают какие-то политические подтексты, национальные Но и так дело далее. в том, что но- это же не имеет значения, уехал в другую страну или уехал в другое село. В любом случае тут как бы есть отчуждение из-за того, что сталкивается разные мировоззрения, разные отношения к чему-то. То есть ты специально это делаешь в фильме, ну, иначе, конечно, сюжет не будет развиваться, должно быть столкновение. То есть почему именно вот это? Ты как бы застал это как-то, вот ты сам это прочувствовал, потому что это все-таки вот такая ореховая болезнь, скажем, она больше была присуща восточным регионам Абхазии, а ты сам из села Губ, да, и орехи там рядом. Ты это как-то прошло через тебя? Да, конечно, я все детство собирал летом орехи и знал про это все, что можно было знать, и поэтому они должны были заниматься какой-то культурой, и я считал, что орехи были бы вообще идеальны для этой истории. И тем более тогда, если помните, не знаю, как в остальной части Абхазии, но тогда в восточной части кража орехов это имело какое-то такое место достаточно важное в судьбах людей даже. Даже было типа орехового рабства, то есть людей заставляли собирать. Да. У меня совсем в другой плоскости вопрос, извините, мы переходим очень в какую-то мрачную тональность. Наур, последние 6-7 лет, вот с тех пор, как мы увидели твою дипломную, потом Лакарбовский фильм, очень часто ты становишься героем различных постов в социальных сетях, все восторгаются тобой, хотя, насколько я понимаю, сегодня есть какая-то группа молодых людей, которые снимают кино, которые пишут сценарии. И я хотел бы два вопроса. Первый вопрос. Легко ли быть популярным в Абхазии? И что это дает, и какие с этим существуют проблемы? И второй вопрос. Как бы ты оценил сегодня такой, ну я не могу сказать молодежный кинематограф, вы все уже как бы достаточно зрелые, но молодое кино в Абхазии, есть у него какие-то перспективы, и есть что-нибудь, на что мы должны обратить, кому-то помочь, чему-то помочь? Ну, вначале легко ли быть популярным? Да я не ощущаю никакой популярности, вообще никак не сказывается, помимо того, что вот зовете на передачи. Удается ваши провокации? Нет такого. Но я уже неделю Facebook не могу открывать. Наур Гармеля, Наур Гармеля, Это Наур не моя Гармеля. вина. Красивые фейсы, фильмы, афиши. Ну нет, просто какая-то может быть узнаваемость, но популярности прям ее нет. Пока нет, будет. Да и в Абхазии, мне кажется, люди по-другому относятся. Здесь такого нету. Здесь нет у нас звезд, чтобы к нему подбегали люди там или не давали ему проходу. То есть ты хочешь Мне кажется, сказать, наш что в Абхазии боятся менталитет быть другой. звездами, чтобы не получить жесткую обратную связь? А какой менталитет, Наур? Пусть другой какой? Ну, у нас нет такого, мне кажется, может сейчас у подростков какой-то есть, но в нашем поколении не было у нас никаких кумиров, к которым можно было там подбежать, просить автограф. Нет, можно же не подбегать, но понимать, что он представляет интерес, ценность, не знаю. Я вот не Но ощущаю. Наур сейчас говорит, как бы перефразируя Гертруду Стайн, что мы все потеряны поколение. Он имеет в виду, что он как раз вырос в поствоенном пространстве, хоть родился за год или, может быть, за 2 года до войны, но какой-то период они такие вот, да, кумиры были другие вот тогда. Вот сейчас уже кумир, допустим, Хибла Герзмава, а 25 лет назад кумиры были другие герои. Ну, Да, да. С кино понятно, вы с ним связали свою жизнь, как сценарист вы реализуете себя. А вот если честно, вы смотрите в сторону театральной сцены? Вот у многих кинорежиссеров есть такой соблазн поставить что-то в театре. Поэтому Есть соблазн все-таки, да? И предложение, и соблазн, но
я пока сложно представить себя в качестве театрального режиссера, потому что это абсолютно другая профессия. И, наверное, не так люблю театр, чтобы сказать, что я могу там достичь каких-то высот. Мне кажется, театр нужно любить. Есть интерес, но я понимаю, что, возможно, я к этому не готов. Просто я читаю историю кино, и очень часто, особенно во Франции, это вот такой культ, а если звезда или кинорежиссеры, когда говорят, что они гениальны, то в качестве аргумента за, говорят, они еще, помимо кино, это как бы вот играли вот в спектаклях и ставили на сцене. Это означало, что он состоявшаяся звезда. Ни одна звезда, которая хотя бы не участвовала в 2-3 постановках или сам не ставил, не являлась для французов вот окончательно сформировавшейся. Поэтому мы так жадненько сейчас, почему тебя спрашиваем, хотим узнать, что-нибудь ты планируешь на наших, ну, не знаю, или в абхазском, или в русском театре? У тебя, говорят, блестящий абхазский язык. К сожалению, наша передача на русском, то вот... Ну, есть такие разговоры, но, опять же, я пока не могу сказать, буду ли я в конечном счете ставить спектакль или нет, но, возможно, если даже не в ближайшей перспективе, то в будущем это вполне вероятно. То есть в сторону театра смотрите? Все-таки. Посматриваете. Ну, это прекрасно. Наур, скажите, пожалуйста, вот у всех у нас в детстве, в более позднем возрасте были какие-то открытия, может, в кино, может, в театре, может быть, в изобразительном искусстве, которые потом очень сильно повлияли на наши художественные такие вкусы, предпочтения и так далее. Вот что у вас было и что вас сегодня по-настоящему трогает и вдохновляет? Кинематограф, литература. С каким материалом, какой материал сегодня вам дает такой вот живой источник? По большей степени, наверное, литература, потому что я все равно по-другому ощущаешь, ты с этой книжкой дольше живешь, и ты ее по-другому все представляешь по-своему, по-особенному, возможно. И поэтому меня больше литература впечатляет. А из того, что меня когда-либо впечатлило из кино, это, наверное... Ну, до поступления в университет я, на самом деле, в кино мало что смотрел. Вот все, что там показывали по телевизору, это боевики 90-х, так называемая категория «Б». Жан-Клоды Ван Даммы, Шварценеггер и прочее. И... это было одно, то есть кино, которое мировое, известное, для меня тогда было недоступно, и в силу отсутствия интернета, да. И когда я поступил в университет, я только тогда начал познавать кинематограф. И для меня, наверное, самыми яркими фильмами, которые произвели большое впечатление, это «Иди смотри» Елема Климова, «Похитители велосипедов». Это... Ну, еще ряд фильмов, которые могу перечислить, они вот прям... Я какое-то время был поражен и не мог... Из современных режиссеров? Тут сложнее, на самом деле. А ты смотрел? Нет. Не переходим на личность. А ты смотрел первый абхазский фильм? Вот такой снятый был с Лайком Облоте, назывался «Сувенир». Смотрел. Да. Ну, мне кажется, у Вячеслава Андреевича «Колчаруки» самый интересный, но, во всяком случае, для меня фильм, который, мне кажется, таких фильмов нету. То есть невозможно какой-то аналог произвести. Это вот именно абхазская специфика. То есть там сохранилась та вот аутентичность. Да, да, она абсолютно присутствует. И, возможно, только в Абхазии она может быть правильно понята. Но за пределами будет сложнее. И, кстати, сам Вячеслав Блоть говорил, что он этого и добивался. То есть, чтобы она была именно вот абхазской картиной. Но он вторым фильмом, который называется «Сувенир»,
собственно, и имел в виду, что как бы не хотелось людям из-за Абхазии воспринимать Абхазию как сувенир, мы должны делать все, чтобы мы не были сувениром, а были теми, кто есть. И поэтому я еще раз возвращаюсь к вопросу. Ты будешь снимать кино, ты не боишься, чтобы стать понятным, если ты снимаешь сюжеты, связанные с... Чтобы стать понятным, ты должен очень много чего изменить, вот, чтобы это было понятно международному зрителю. А вдруг тебя дома не поймут. Как сохранить аутентичность и все в то же время сделать его доступным для всех, понятным для всех. Вот как ты с этим сталкивался, будешь, чувствуешь, что эта проблема есть? Я на самом деле вообще не ощущаю такой проблемы. Не знаю почему. Но мне кажется, все, что я могу рассказать доступно. Может быть, дело в ремесле. Я рад за тебя, потому что очень часто вот у людей такая проблема существует. Вот как бы сюжет существования в Абхазии, сюжет существования за пределами. Наура, видимо, пока этого конфликта есть, а может, он и не будет. Наура, вот я хотела спросить, вот у меня мечта, чтобы кто-то все-таки когда-нибудь, я понимаю все сложности с этим связаны, но перевел на язык кинематографии нардский эпос, потому что мощнее, чем этот памятник духовной культуры, мне кажется, у нас нет ничего. И там есть все. Там есть все про природу человека, про его отношения, про любовь, предательство, прощение, храбрость. Там есть все. И действительно, когда ты разворачиваешь эту картину, ты понимаешь что только очень сильный народ мог родить такой эпос, хотя он является общим для многих народов, для черкесов, абхазов, осетин и так далее, и так далее. Как вы думаете, вам когда-нибудь может быть интересен такой материал? Ну, мне и сейчас это интересно, да. И я даже какое-то время пытался из всех легенд, не только нардский, да, эпос, собрать какой-то, как сейчас модно говорить, сеттинг, то бишь мир. Но опять же, это для реализации это просто огромные деньги, и где найти на это финансирование, сложно себе представить. Но это безумно интересно. Но иногда бывает, что вот английские режиссеры любят баловаться этим, научили. Как бы сюжет исторический, давний, вот делать костюмированно, а там в костюмчиках, вот в обычной одежде играют. Но это вот ты чувствуешь, что Шекспир, и это вот... А нельзя вот как-то... Мне кажется, что если речь идет о кино, то вдруг берешь нартовский эпос, практически перекладываешь на современную жизнь. На современную жизнь. Ну, Наура это сделал у Лакерба, по-моему. Он их так ушел от этнографического мира в сторону современного. Много современнили. Но мне кажется, в случае с нардским эпосом как будто бы нету в этом смысла. То есть, а зачем брать эпос и делать его, нет, я просто думаю, если его сделать как эпос, он станет дешевле, костюмированный, это можно утонуть в этом и забыть о том, что ставишь. А как сбивать звезду современному? Нардский эпос, мне кажется, это так называемый фэнтези, да. Вот такое даже кино для детей. Но мне кажется, вот «Игра престолов» отдыхает, у них такой эпический охват истории. Ты знаешь, моя мама, вот даже, кстати, в книгах по этнографии ее рассказы, она рассказывала нардский эпос с детства. Я верил, что это были живые люди, реальные люди. Ацан и это, я абсолютно видел их, я вот настолько чувствовал. Нельзя сказать, что это фэнтези. Все зависит от того, как это. Она так это говорила, что мы верили, что они были, и даже ходили, пытались ночью их поймать, когда они куда-то идут. Мне кажется, он сложно, конечно, но там миллион сюжетов можно выбрать. А какой вот самый привлекательный для вас? Там же... «Зачатие Состройкова», например. Ну, это да, такая или борьба ацанов там, когда... про ацанов, мне кажется, вообще интересная история была бы и про людей маленьких. Ну, а закаливание вот главного героя, это ж культ кузни, это тоже очень интересно. Может быть, когда-нибудь это... Да, у них всех отсылка к античным мифам. Ну, мне больше история Абраскилов нравится, на самом деле. Абраскила наиболее
как будто бы более кинематографичнее. Да, он такой поэтичный очень, и в то же время драма есть, но не трагическая. Как-то эту драму легко пережить, чтобы он ушел во имя чего-то. Ну, расскажите, как сделать так, чтобы у нас было бы, вот не знаю, помечтаем, было бы такое культурное явление, как вот в современном сейчас мире якутское кино. Угу. О нем много говорят, много пишут, хорошо воспринимают и зрители, и критики. Вот в чем все-таки его феномен? И возможно ли такое, что у нас такой же феномен появился у нас, как абхазское кино? У них же тоже, я как понимаю, достаточно ограниченные ресурсы, наверное, да? Как это получилось? И что сделать для того, чтобы у нас, может быть, это было? Да, действительно, наверное, это феномен, да, якутское кино, оно, понятно, оно в основном малобюджетное, но это, насколько я понимаю, государственная программа, субсидирование регионов, там какой-то процент, если ты снимаешь в регионах, возвращается тебе от государства. Государственная федеральная программа? Да, насколько я понимаю. Там то ли 20%, сейчас, чтобы не соврать, не буду говорить, сколько именно. То есть ты приезжаешь в условную Якутию, и тебе 20% дает то ли регион, то ли вот как это правильно происходит, не могу сказать. Но, в общем, там какой-то есть возврат денег. И тем самым они привлекали регионы. И сейчас региональное кино, оно развивается, и именно на региональное кино выделяются деньги. То есть есть такая категория даже отдельная, да, в Минкульте. А насколько это возможно у нас, так как мы другое государство, я думаю, что только за счет нашего государства. Ну, если только за счет поддержки внутренней. Да, если каждый год просто выделять какой-то бюджет на кинематограф, хотя бы, чтобы можно было снять там 1-2 фильма, то это уже был бы большой плюс. Ну, какие суммы? О каких суммах речь идет? Вот, например, допустим, ежегодные гранты, вот, чтобы... Ну, и, допустим, короткий метр, вот мы будем ориентироваться. О каких суммах идет, чтобы вот абхазская кинематография молодая, она развивалась? Ну, если говорить о коротких метрах, мне кажется, в этом особого смысла нету, в том, чтобы финансировать только короткие метры, потому что они дешевле. То есть, если финансировались бы короткие метры, уже было бы хорошо. Нет, я говорю, и короткие метры тоже. Ну, то есть... исходя из наших реалий, мне кажется, если было бы там, сложно такое представить, возможно, там 100 миллионов в год на кино, это была бы сумма, которая способствовала бы развитию кино. Ну, в данное время это совершенно немыслимая история, конечно, в данное время. Я не знаю. Мне кажется, что все немыслимые истории сегодня, завтра могут быть вполне реальными. Да. Главное, если бы было бы заявлено об этом, и если бы кто-то мог предсказать вот такую концепцию, что это может нам дать, может быть, вот вам это надо говорить. Да, мы стараемся говорить про это. Ну, у нас нет как такового кино, да, если говорить откровенно, то у нас нет кинематографа, а хочется, чтобы был, и это будет, мне кажется, в пользу. Полезно. Ну, наши режиссеры, они реализуют себя пока все-таки за пределами Абхазии, потому что там есть ресурсная база какая-то, где это возможно. Но расскажите, пожалуйста, вот я исследовала тему в одной из своих передач, это живопись и кинематограф. Они очень перекликаются, взаимосвязаны. И Тарковский часто обращался к большим художникам, и многие его фильмы построены на живописных полотнах. И Параджанов, и Бондюэльс вместе с Дали делали, и Рустам Хамдамов. Да и сам Куросава. Он же прекрасный художник и написал все свои сцены перед тем, как сделать эти раскадровки. А есть ли кто-то, кто для вас является таким толчком художественной, как вам сказать, такой эстетики, которая вам близка и которую вы пытаетесь в своих работах, да, отсылку сделать какую-то?
Конечно, есть художники, но я никогда не пытался делать отсылки изобразительные к конкретным картинам. Мне кажется, насмотренность, она просто у тебя в голове закладывается, и так или иначе все, что Она мы воспроизводим, реализуется, да. мы это уже где-то видели. Поэтому вот специально я не делал, но, возможно, где-то подсознательно оно вылезает в силу того, что я много чего смотрел. Ну, конкретных художников, которые я мог бы выделить, наверное, нет. Ну, по всей видимости, ну, ты уже думаешь об этом, если говоришь, что все равно Эрмитаж же дал тебе какие-то как бы представления. Там. То есть вот мы просто не видели твое кино. Вот что надо сделать, чтобы видеть твое кино здесь, в Абхазии? Как мы можем У нас есть инсайдерская информация, что она будет Будет премьера, да? Ну, абхазская премьера, да, так как питерская уже была. Это замечательно. А можно его будет показать один раз по телевизору или это нет, да? Что надо сделать для того, чтобы увидеть абхазскую премьеру? Это прийти, где будет? В Рустраме. В Рустраме будет, да? Что надо сделать, пока не знаю. Прийти. Прийти и посмотреть. Придем. А вот такой вопрос. Какие у тебя планы на будущее? Ну вот на завтра, послезавтра. Мы долго не могли тебя и Нормания, да, и Наром искали, у вас была какая-то работа. Что вы снимали в последнее время, что вы планируете снимать? И только художественное кино или у вас есть документалистика? Насколько вам это близко? Ну, мы работали сейчас над документальным сериалом этим летом, как раз с Инаром в качестве 2 режиссеров. Но так как сериал еще никуда не вышел, и пока неизвестно, какое он будет иметь продвижение, мы пока его нигде... Это чисто документалка или бывает такой термин художественно-документальное кино? Когда... Это скорее портреты, фильмы-портреты. Я первый раз с этим столкнулся, так как документального опыта помимо студенческих работ никогда не было, да и студенческие все плохо получалось. Но мне кажется, это интересно в плане работы с реальными людьми и конфликтами, которые возникают, и желаниями героев. Пытаться это как-то художественно осмыслить, перебороть их, это всегда соревнование с героем. То есть получается, что в жизни не менее динамичнее, чем в кино страсти, да? Да, конечно. Это постоянная борьба со всеми. И с группой, и с актерами, и с героями, если это документалка. И ее нужно выигрывать. Вот для меня очень важно и в театре, и в кино это язык, да, текст. То есть, когда смотришь любое кино по Оскару Уайльду, то есть там можно каждую фразу записать, и она становится девизом какой-то части любой моей жизни тоже или чьей-то. Поэтому я хочу спросить, такие вот тексты, диалоги очень сложно писать всем. То есть поэтому я спрашиваю, будете ли вы использовать классику и уже отработанные тексты, которые, ложатся в жизнь, да, и воспринимают. Поэтому я спросил, есть кто-нибудь, кого вам бы хотелось поставить? Не сегодня, через лет. С такими текстами сложно работать на самом деле. Тексты хорошие, а ставить их тяжело, и поэтому... у меня такое ощущение, что вам придется с ними работать, потому что вы... Мне кажется, наоборот легко. Вот, допустим, даже возьмем пример «Все мои сыновья» Миллера, да? Да. Это пьеса, которую можно просто читать с листа. Она произведет не меньший эффект на зрителя, как и театральная постановка, фильм, не знаю, я не видела, может быть, есть в кино. Мне кажется, с хорошим материалом с ним легче работать, в смысле с устоявшимся. Когда я смотрел «Все мои сыновья» Миллера, тем более, что я его и раньше видел, но я его видел до того, как участвовал в войне в 92-м, 93-м. И он как-то и ушел. А когда я пришел в Русдрам, я был в таком шоковом состоянии. Знаешь почему? Я сейчас думаю, что если взять Миллера и все его сыновья и перенести плоскость Абхазии, того, что у нас происходило, чуть-чуть, изменив даже диалоги, это было бы колоссальное кино. Но никто у нас, и тексты,
И потому что я не думаю, что кто-то может придумать какие-то диалоги, связанные с войной и с этими переживаниями поствоенными. Вот кто бы лучше сказал, чем он. Вот мне так кажется сегодня. Поэтому я хочу, чтобы в любом кино были тексты, которые становятся частью моей жизни. Картины уходят, текст остается. Ну, это сейчас, кстати, одна из проблем в сценариях, потому что везде, как правило, слабые диалоги. Ну, мы сейчас говорили про театр, насколько я понимаю, да? То есть постановка в театре. Нет, но Миллера можно перевести в кинематографический абхазский. Но его диалоги нужно будет адаптировать, то есть это под абхазскую реальность, то от Миллера мало что останется, мне кажется, кроме мыслей и смыслов. Нет. Я не знаю, просто не читал, но если это перекладывать на нашу реальность, там нужно будет поработать, чтобы это не выглядело инородно, как будто какую-то шкуру натянули. Нет, ну, работать однозначно. Кстати, когда вы сказали про диалоги, один из тех фильмов, которые последние меня впечатлили, так скажем, по диалогам, это тот же Соррентино, потому что его великая красота. Молодой папа, все по-разному относятся к этому, но это тоже такая, как вы говорите, демифологизация образа, она тоже интересна. И по диалогам... Рука Бога еще. Рука Бога, да. Можно вообще даже не смотреть его, слушать и получать... Уши получают... Вот в чем дело, когда уши получают и глаза... Наслаждение одновременно, я уже сейчас не говорю о третьих чувствах, должно быть как бы еще чувственно, но бывает кино, когда ты, вот, есть даже чувственное соприкосновение, но это редко бывает. Ну, вот. Не ваш режиссер? Нет. Нет. Вы поняли, что не ваш. В сравнении, когда ты смотрел то, что невозможно переплюнуть, все остальное меркнет. А что невозможно переплюнуть, по-вашему? Ну, назовите Куросаву одну. невозможно переплюнуть. Куросаву невозможно переплюнуть. Очень много режиссеров, которые, мне кажется, забрались на эту вершину, и невозможно собраться и стать рядом. Всегда А что из него? Все-таки Росимон? И Росимон, и «Семь самураев», и «Трое негодяев», и «Скрытные крепости». А это дом вот Песке, как это? Тодо Эскаден, замечательный фильм про мальчика. Да, там гениально тоже. На дне по Горькому. Ну, Куросава, то, что он снял. Да. Ну, опять же, Куросава, если возвращаться к его эстетике, почему его японцы не восприняли? Потому что у них совершенно, ну, какая-то особая культура, ориентирована на их внутренний мир. А Куросава, он остался японцем, но он очень много каких-то европейских и восточных идей сумел так они не простили, что он ее вестернизировал, их историю, и сделал такой вот, ну, так скажем, японскую закрытую культуру, вывел вот в такой большой свет. Можно назвать Фазиля Искандера абхазским Куросавой. Он же зародил, по сути, этот жанр. Не было тогда в Америке. А есть обратный пример, например, Алексей Балабанов, которого в России любят многие, но за пределом это, как правило, не так интересно, как внутри самой России. Ну, Россия сама большая, поэтому сама по здесь себе зритель достаточно большая, чтобы его любили. Сейчас много фильмов делают Индия для внутреннего рынка, Китай, и им этого достаточно. Понятно, там большое население, но в истории кинематографа это не останется. А в чем вы считаете, вот почему Куросава получилось? Потому что это стык вот таких больших культур, потому что вот и мы часто вспоминаем, у Искандера есть вот это, чтобы большой художник получился, нужен стык культур, перекрестное опыление, когда формируются разные взгляды, Восток, Запад. Ну, с Куросава сложно сказать, почему так получилось. Более понятно про европейское кино после Второй мировой войны. В том числе там про итальянский неореализм, когда кажется, будто бы осознанно или подсознательно итальянцы оправдываются за свою власть. Да, по большому счету, все итальянское известное кино того времени — это так или иначе оправдание. И оправдание чему? Народа. Народа. Итальянского. За что? За фашизм. Кстати, вот продолжая эту тему, хотела вас спросить. Ну, Лени Рифеншталь,
и ее «Олимпия», и «Триумф воли» и так далее. А говорят, что в последние годы она очень сожалела о том, что она участвовала в создании, потому что, понятно, имела отношение к трагедии, которая стала для всего человечества. Да. Но нельзя исключать вклад ее как профессионала в развитие кинематографа. Да. То есть гений может быть злым. Злодеем, да, конечно. Может быть. Ну, она, возможно, была неосознанна. Как неосознанно Я может? не знаю. Как режиссер может быть неосознанно действовать? Она творила в тот период, она пыталась абстрагироваться от всего, давала красоту и пропорции, то, что она видела в чистом виде, но получилась пропаганда. Наур, я хотел задать такой вопрос. В последнее время, часто общаюсь с людьми, которые там в киноиндустрии работают, в театре, все-таки на них что-то влияет. Вот, когда мы говорим о театре, то вот если говоришь, что на тебя повлияло, какие, то есть обычно всегда всплывает там комедии «Францесс», «Франция», «Одеон», которые повлияли на... Когда мы говорим об опере, то это как бы сразу в Италию перемещается. Но когда мы говорим о кино, все-таки люди всегда говорят, это итальянский неореализм и французская новая волна. Я не знаю, вот что вы видели, но я, пожалуй, почти все, что можно посмотреть, сейчас, слава богу, интернет, новую волну смотрю, я вижу, что вот то, что сейчас происходит, современные фильмы, многие сюжеты взяты из фильмов вот, итальянского неореализма, в зависимости от темперамента тоже режиссера и новой волны. Как-то на тебя вот как бы обрушилась лавина вот волны и неореализм, вот, то есть... Да, конечно. Конечно, если смотреть то, что сейчас снимают так называемые итальянские комедии, это кошмар. Это смотреть невозможно. Это настолько плохо, что ты удивляешься, что было вон поколением там, отцов, дедов, и как можно было так сильно деградировать в этом плане. Это удивительно, кстати. Я не знаю, может, какие-то исследователи могут какую-то связь в этом проследить. Но мне тяжело. И поэтому, когда мы говорим о современных режиссерах, мне кажется, вершина, пик кинематографа, она как раз таки пришлась, возможно, на 60-е годы, а потом все пошло с переменным успехом, но на спад. И мало кто говорит про Голливуд 60-х, это тоже была отличная эпоха. Спад бывает потом опять перед возрождением. Наур, было очень интересно с вами пообщаться, поговорить. Нам, как зрителям, тоже было... Мы готовимся, мы придем в ноябре. Я бы сказал, нам, посмотрим. Как будущим зрителям. Нам, как будущим зрителям, да. Желаю вам, чтобы вы проявили свой талант, свою такую настойчивость, реализовали свои планы. Идете вы по пути, конечно, непростому. Мне кажется, режиссерская профессия – это даже не профессия. Мне кажется, это тип мышления, это тип человека. Как режиссер, дирижер – это вот какие-то очень избранные какие-то направления, которые удаются не всем. И я очень надеюсь, что такой, будем верить в лучшее, подъем отечественного кинематографа будет связан и с вашим именем тоже. Спасибо. Спасибо за встречу. Я думаю, что назрела очень серьезная тема и, может быть, такая многоформатная. Хотелось бы поговорить о будущем абхазского кино и будущих этих. Я очень рад, что познакомился. Я думаю, что мы станем зрителями в скором времени твоего хорошего фильма и еще не раз что-то увидим. Вот, но посмотрим. Правда, от тебя трудно выжать как бы информацию вперед, и наверное, творческие люди не хотят делиться. Да, я был разговорчивый, мне кажется. Да. Это в смысле сегодня разговорчивый вариант. Мы сегодня видели вариант разговорчивый. Это хорошо. Мне кажется, Наур, как опытный режиссер, очень срежиссировал и нашу с вами встречу. Мы пытались, конечно, узнать у него то и спровоцировать его на то, чего бы он не хотел сказать, но мы бы его заставили больше рассказать о планах, больше рассказать о чем-то
не рассчитанным на широкого зрителя, но он оставил многоточие. Значит, будем ждать его работы. Ну, то есть именно многоточие, потому что он достаточно много говорил и о планах на будущее, и о том, какие перспективы у нас могут быть вообще связаны с кино. Зрители увидят, оценят. Пожелаем ему удачи.